أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие мои братья и сестры, желаю вам всего наилучшего, что Аллах создал в этом мире вечном жизни. Я приветствую все мои подписчики на пути нашего. Много что перевернут в мире. Поэтому я думаю, кто-то мне мешает. Азербайджанские спецслужбы, кроме них никто не смогут в мои эфире там зайти, мучать там, и что-то поменять, что-то какие-то разговоры там запускать. Сегодняшний день я хочу поднять вопрос, что Ильхам Алиев хочет, чтобы наказали Рамзана. Вот эти вопросы. Но сбитый самолет, я думаю, это виноват сам Азербайджанская республика, правительство Ильхам Алиев, также Украина, США и НАТО. Вот, потому что главная смута, которую создает на этой территории земли, это эти страны. Если Америка, НАТО не вмешалась бы, не расширялись бы свои границы, сегодня эти самолеты летели бы благополучно, потому что они создали такое положение, чтобы народ, чтобы сидели на кнопке все время, а самолеты, которые летают, там гарантий нету. Многие могут думать, что это ракеты или что-то там, короче. Поэтому Азербайджан тоже виноват в этих делах, что поддерживал Украину боевиками, оружиями, нефтью, чтобы эта война побольше, чтобы была, чтобы побольше славянские народы друг друга убивали. Азербайджан виноват еще плюс в последнем 44-дневном войне против армян они создали войска Турана и отправили их в Украину, чтобы они воевали против мирного народа, против России. Вот в этих делах Азербайджан сильно виноват, потому что финансирование идет от Ильхама Алиева. А также и Турция их поддерживает. Часто азербайджанский президент бегал в Узбекистан, летел Казахстан, Киргизстан, везде он Туран, давай единство, чтобы Россия нам, мы создадим против России мощь. Это Туран, короче. У них такие планы дурацкие. Хотя бы они создал бы, мы мусульмане, уму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, поживем по религии, сделаем добро соседям своим, не будем завидовать, будем в грехах участвовать. Вот и создал бы такими планами укрепления мусульманства, это другое дело. Но они создают Туран для того, чтобы на этом территории, чтобы было спокойствие людей, спокойствие народов, спокойствие на Кавказе, нигде. Это во всех грехах, я считаю, Азербайджан виноват, потому что основные все грязные дела делает правительство Азербайджана, Министерство национальной безопасности Азербайджана. Я это еще знал в 90-е годы, потому что я в то время еще, когда меня избрал в 93-м году имамом Лезгистана, и моей разведки я все время получал информацию от Дудаева, от Анатолия Лупинеса, президента Ассамблеи Украины, от Люди Шухевича. И везде я получал, что делает Гайдар Алиев,
Гайдар Алиев в то время говорил, что у меня есть 3 врага внутри России. Это Собчак, генерал Лебедев, что вмешался, остановил войну в Чечне, а также Ельцин. Если эти 3 человека мне не мешал бы, я захватил бы правительство России и стал бы сам управлять Россией. Вот такие планы были. Он себя считал лучший политик Кавказа и довел до того, чтобы 300 тысяч чеченцев умерли в этом войне против России. Такой маленький народ стравливал через Искендер Гамидова, министр МВД Азербайджана и лидер Бозгурта Азербайджана, стравливал на большую Россию 147 миллионов против 147 миллионов. Вот если этот разумный политик был бы, Гайдар Алиев, он с того времени не использовал чеченский народ против России. Лично я в то время еще говорил Дудаеву, не дружи с ним, они один прекрасный день вас подставят и сами разбегутся. Так и получилось. В конце концов, мы не стали вмешиваться в эти дела. Я пошел против Гайдара Алиева за то, что он вел эту смуту на Кавказе. И мы хотели остановить эту войну, первую войну против чеченского народа. И мы пригласили генерала Лебедева, я, Надир Хачалай, мы как-то это остановили. После этого у меня получился скандал с Гайдар Алиевым. Они меня задержали, арестовали, посадили на 12 лет в Габустанском тюрьме за то, что мы остановили эту войну, вмешивались в его дела. Поэтому я знаю, что происходит сегодня тоже. Азербайджан должен наказан быть. У Азербайджана надо забрать нефть, чтобы у него карманы были пустые. Потому что пока эта нефть есть, эта нефть уходит, дает они тем странам, кто воюет против России, кто ненавидит Россию. А в России мы живем 30 миллионов мусульмане, христиане, многие народы. Они хотят создать Туран, а Кавказ сделать единую одну нацию, это азери-турки. Как они это сделали в Турции, турки, короче. Там 5, 6, 7% почти это турки. Остальные народы все ассимилировали, создали себе многонациональный. И Гнилыева у него против кавказских народов убрать все национальные вопросы из Кавказа, создать единую до Черного моря, единую одну нацию Азери Кавказа. И будет у всех один паспорт, и Россию они хотят выгнать из Кавказа. С этой помощью они мечтают помогать Украину и стравливать славянские против друг друга. Но я против этих идей. Почему? Потому что я Азербайджан в 90-х годах не поддерживал. Поэтому я призываю вас к миру. Да поможет нам Аллах, все знающий, все могущий. Потому что политика Азербайджана это сегодняшний день самый ядовитый на Кавказе и в странах СНГ и по всему миру. Везде они мутят, а везде они мутят воду. Везде они, лишь бы, чтобы делать свои шаги, они бесчинство создают на этом земле. Я призываю всех кавказских народов и других народов, кто понимает справедливость, пока Азербайджана не разрушим, на этой территории земли мир не будет. Многие агенты, спецслужбы НАТО, Америки, там все сидят
в Азербайджан, тех ведут политики против Ирана, против России, против Украины, не против Украины, а поддержая Украину, короче, и в Сирии, короче, и в Турции, там, везде. Поэтому первое, это место, где исходит зло много, это Азербайджан. Это я еще, находясь в тюрьмах, я встречался со многими, ко мне приходили и зарубежные, и европейские, и все приходили ко мне даже в камеру. Даже 3 часа ночи Гайдар Алиев своих людей отправлял ко мне в камеру, и меня допрашивали, что ты сказал этим людям, которые пришли сегодня к тебе. Я их обманывал, я им говорил то, что не говорил я, то, что они не знают. Я знаю, политика Азербайджана – это политика, у них страсть расширить свои границы от Ирана до самой Черного моря. Делать так называемые азери-турки, короче, на Кавказе и половина Ирана там, короче. Мы этого не должны допустить. Если они сделали бы исламский там что-то, короче, принял бы, убрал бы своих грязной конституции с лица земли за Кавказе, призывал бы к миру, делал бы благие дела на земле, раздавали бы милостыни на пути Аллаха, помогал бы бедным, нищим, нуждающимся, это другое дело. Но от этого вы же сами видите, как в Сарцах 120 тысяч народ изгнали наглую эту территорию. Поэтому на Кавказе они не должны жить, короче, кавказские народы. Сегодня они грузинам говорят, мы с вами братья. Через год увидишь в Грузинии, у них первые враги будет на Кавказе. После Армении, короче. Они все время стрелку наводят на армян, на армян. 30 лет они в телевизор без слова армянин не разговаривал. Сейчас, если они захватят Ереван, все, армянский тем останется, у них враги, первые враги будет, это еще не. Почему они скажут, они христиане? Если они говорят армянам, вы христиане, вы кафиры, вы безбожники, а тут они говорят грузинам, как будто они не христиане, вы наши братья. Как это понять? Это лицемерская республика, дьявольская. Одним христианам говорят, вы наши враги, а другим христианам говорят, вы наши братья. Понимаешь? Хотя бы разумные были бы это христиане, они ближе к мусульманам, люди Писания, но азербайджанские не мусульманские. Почему они им христианов гладят хитрым ходами, а вторых христианов кафирами? Понимаешь, вот многие люди должны этого понимать и дать оценку. Почему Грузия, Армения, как христиане, они поняли бы, они друг другу сказали бы, эй, вы не видите, нас, христианов, считается кафирами, а вас, христианов, считается братьями Азербайджанской республики. И также Украина, они считают, это наши братья, а Россия, хоть и тоже это христиане, это наши враги. Вот такую дурацкую политику исходит из Азербайджана. Делает вид, что там в Азербайджане они строят церковь, строят там синагоги, там все, короче, а дербенты, они в этих синагогах, этих церковях, кто служит в Махачкале, их, говорят, убивай их, короче, делает теракты против них. Как это понять? Вот ведут Министерство национальной безопасности Азербайджана такую войну тайную против всех народов. Но я хочу это, чтобы вы поняли как-то, почему Абдулатипов сидит в Баку, поднимает вопрос аварцы против России. Но аварский народ не глупый народ. Аварский народ скажет, наши деды, наши предки все за эти земли умирали. Мы что, отделяться от 30 миллионов мусульман России, это грех, я считаю. Наоборот, мы мелкие республики, которые вокруг России, все должны объединить. Жить все мусульмане
в России и требовать у были законодательство все исламское тоже, образ жизни, как взять нам кредиты, деньги в банках беспроцентные. Все это мы должны требовать у правительства России, чтобы создать жизнь. Мы же не будем 30 миллионов мусульман на земле Российской Федерации без работы, без чего-то сидеть. Поэтому у нас условия свои должны. Желаю вам всего хорошего. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух, дорогие братья.